Саламатым сайқлы серджілер, сіз хаберлер информацион программамызны серетесіні студияда мен Левиза Сейдбилялова Чалшан ве бүгін біз более малыматлар ақында тариф етеміз. Қырым татар жамаатчысы Ибраим Ширин Владимир Путиннің милли Хыдырлес байрамына давет етті. Девлет дума депутаты Руслан Бальбек милли бірлешмелері ве чешит конфессия векілері елі құрышты. Бүгін 900-ден зияды инсан Ахмешит районының Сарайлы қият көйінде топрақ сайыплері олдылар. Мерхаметлік хайрия акциясы черчевесінде ағыр хаста балаларға мадди ярдым көстерілді. Ялтада Умум Русия Халық фронтының регион ара форумы екінленді. Тедбірді Русия Федерациясының президенті Владимир Путин іштирак етті. Форум девамында Қырым татар жамаатчысы Ибраим Ширин президентінің келечек сене майыс айында милли Хыдырлес байрамына давет етті. Владимир Путиннің жевабы насыл олғаны ақта нефбетті келевхамыздан білерсіңіз. Тедбірдің esas mevzulары арасында энергетика ве газ или темін әтілув, туристик сағанын инкишафы, тасил вемескен коммуналь ходжалық сағаларында кейфиет yüksельтілігі, экология мәселелері, медени мирас объектлерінің сақланылығы олды. Ол векілері ile көрішөвде Девлет башы Қырым Русияге гүзел сүрат ile қошылғаныны, әмде Қырым мемлекетінің медени мирасында инжи олғаныны айрыжа қайдетті. Форум девамында музакерелерінің иштиракчысы Қырым татар жемаатчысы Ибраим Ширин президентінің келечек сене майыс айында кечірілежек милли Хыдырлес байрамына давет етті. Говорили о строительстве соборной мечети более 20 лет. С возвращением России началась стройка. И я вижу, что строительство закончится в сроки, и верю в это. Выдаются земли под строительство индивидуального жилья. Выкупаются квартиры для семей, которые не один год стояли в очереди. Печатаются и издаются такие газеты и журналы, которые берегли традиции и язык крымско-татарского народа, такие как Йылдыз, Хырым, Яна Дунья. У нас теперь есть свой национальный телеканал «Миллет», название которого переводится «народ». И самое приятное для меня и важное, что у нас теперь издаются книги на крымско-татарском языке, начиная от учебников для школ и заканчивая книгами по истории. Почему важно? Потому что у меня 7 месяцев назад родилась дочь. Я теперь понимаю, что... Спасибо. И я понимаю теперь, что моя дочь пойдет в школу и будет учить не только русский государственный и английский как зарубежный, но и государственный крымско-татарский, потому что в Крыму теперь 3 государственных языка. Хочу вас поблагодарить и сказать большое вам спасибо за указ о реабилитации коренных народов Крыма. Это очень важно, особенно для крымских татар. Мы 70 лет этого ждали, и тяжело даже сдержаться, чтобы не заплакать, потому что это надо прочувствовать. У нас все изменилось, и богатство жизни, и взгляды меняются. Хотел бы сказать, что у нас есть такой праздник, как Хыдырлес. Это наш национальный праздник, есть он только у крымских татар. И, воспользуясь случаем, хочу вас пригласить на Хыдырлес в следующем году в мае месяце. И все крымские татары были бы рады вас видеть. Владимир Путин давет еткені үшін минадарлық білдірді ве қайдетті ки сүргінлік вақытында зарар көрген халықларға федераль бюджеттен 10 миллиард рублей айрыла. Если вы в России в любом месте, абсолютно в любом месте скажете, что сегодня Сабантуй, все поймут, что праздник. Хыдырлес пока так широко неизвестен, но надеюсь, что и это тоже будет достоянием тоже культуры всех народов России. За приглашение спасибо большое. И я действительно очень надеюсь на то, что все решения, которые были приняты, они не останутся на бумаге, а будут реализовываться. Вот эта реабилитация, о которой вы сейчас сказали, это очень важная морально-политическая составляющая нашей работы. Но этого, хочу подчеркнуть, недостаточно. Мы должны обязательно будем проводить мероприятия, связанные с социально-экономическими вопросами реабилитации. Мы выделили деньги, 10 миллиардов, на реабилитацию тех, которые проживают в Крыму. Мы готовы и дальше выделять средства, ресурсы на тех, кто будет приезжать или хотел бы приехать. Бүтінлей музакерелерді иштирак етмек үшін тахминен 350 адам давет етілді. Шу жүмледен Қырымның веақиярын фаал гражданлары, экспертлер, чешет зина топлылықларын векіллері, экімлер, ожалар, кой хожалық хадимлері, алимлер, иш адамлары. Форум действий Крым адлы тедбір Ялтада bu 2016 сенеге планлаштырылған Умум Русия Халық фронты ile кечірілген регионара форумларының 3-сыдыр.
Украинаның тыш ишлер нәзірлігі Русия президенті Владимир Путин Қырымға келгенінден себеп Русия Федерациясының тыш ишлер нәзірлігіне наразылық білдірем, деп языла Украинаның тыш ишлер нәзірлігінің месаджында. Девлет Маштын матбуат катибы Дмитрий Песков бұл наразылыққа изаат еттері қайдетті ки, президент Владимир Путин Русияның истеген регионны шу жүмледен Қырымны да зиярет етмеге ақы бар. Бүгін Русия Федерация Девлет Думасының депутаты Руслан Бальбек ярымадабызның милли бірлешмелері ве чешет конфессия векілері еле көрішті. Мерасимде Қырым сакинлеріні ратсызлаған бір sıra мевзулар музакире етілді. Анда мұхберіміз Абдулла Аджи Осман болынды. Русия Федерациясының Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек эпсы бұлғаларыны селямлап топлашуны башлады. Бірінші бақып чықылған суалер арасында Алман этник ойының яратылуы ве она топрақ участканы айырып весихаларын ресмилештірілі болды. Более года назад у нас состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы там оговаривали вопрос по созданию благоприятных условий для реализации рамочного проекта этнографической деревни. К сожалению, вот уже столько времени прошло, вопрос, в общем-то, не решается. Концепция создания этой деревни, она уже разработана, в частности, нами. Ее можно дополнять, что-то убирать, но по сути остается одна и та же. Тем более, что таких примеров по Российской Федерации достаточно. Эти проекты все успешные. Поэтому хотелось бы еще раз вернуться к этому и получить от вас поддержку на уровне депутата Государственной Думы Российской Федерации. Руслан Бальбек қайдетті ки, яқын вақтларда бұл мәселе чезілежек. Русия Федерациясы президентінің янында олған милеттер ара мұнасебетлері бойынша Шураның азасы Эскендер Билялов бүтін милеттеріні бір-бірінің байрамларына қатнашмаға чағырды. Мы должны на этих людях делать патриотическое воспитание людей. Ведь в Крыму есть, кроме Амитхан Султана, вот вы сейчас назвали этих людей, есть и партизаны, есть и военные. Надо как-то нам объединяться и вот такие мероприятия вместе проводить. Чтобы на греческих мероприятиях присутствовали все мы, на татарских присутствовали все мы. Ну, мы на словах говорим, да, много красивых вещей, мы должны на деле тоже это показать. Вот тогда это будет результат. Bundan gayrı toplaшу iştirakçıları xalq diplomatiya mevzusu boyunca söz görsettiler. Onların sözlerine göre xalq diplomatiyası Rusya Federatsiyasından tış Kırımны rağbetlendirilüvü için temel koyacak. То, что касается сейчас темы, поднятой выступления Ивана Арестовича и Ивана Ивановича, всех других, кто говорили о народной дипломатии, я предлагаю собраться в ближайшее время у нас в комитете, наверное, пригласим представителей МИДа. И я не исключаю, что будет очень интересно, целесообразно и полезно, может быть, в адрес Организации Объединенных Наций, в том числе в адрес ОБСЕ, направить обращение, полностью, конечно, согласованное с нашим внешнеполитическим ведомством. Направим соответствующий проект этого соглашения, обращения в комитет Госдумы, в подкомитет под вашим руководством. И я думаю, это будет такой мощный тоже от Крыма политический ход. И тот, скажем, вклад, который мы можем сегодня дополнить в помощь нашему президенту и в помощь нашему МИДу в отстаивании интересов, в том числе российских и Республики Крым. Milli Medeni muhtaretlerin vekilleri ile görüşken son Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek konfessiyalar ara şurasının azaları ile görüştü. Din vekilleri olğan проблемалар hakkında tarif ettiler. Хотелось бы затронуть вопрос о передаче культовых сооружений централизованным религиозным организациям, в частности мечети, например, Духовному управлению мусульман Крыма, по поводу конкретной какой-то юридической программы по реализации, например, данного вопроса, который неоднократно озвучивался как главой республики, так и вами на посту вице-премьера. Руслан Бальбек айтты ки, yakın vaqtlarda onun qabulxonasi çalışı başlayacak. Sonra ise cemaat yardım hakkında müracaat edebilir, deb qayd etdi Ruslan Balbek. В первую очередь у меня будет приемная. В ближайшее время я через средства массовой информации, через телеканал Милет обязательно озвучу. Постоянно будет находиться юрист, который будет работать каждый день на постоянной основе. И можно будет обращаться с любыми вопросами, начиная от юридического сопровождения, заканчивая помощью составления обращений либо заявления в органы власти. То есть такая приемная облегчит, я уверен, общение с
крымчанами. Вот. И, естественно, как я уже говорил, вот те контакты, которые позволяют на базе консультативно-совещательных органов вот, и в межнациональном совете, и межконфессиональном слышать основные запросы общества. То есть, естественно, данные мероприятия все проходили под протокол, будут подготовлены депутатские обращения. Ну, основные вопросы, которые беспокоят национально-культурные общины, это в основном касающиеся миграционного законодательства, это касающиеся вопросов реабилитации репрессированных народов. Вот, это что касается межконфессионального совета и наших традиционных конфессий, возврат культовых сооружений, это продление сроков перерегистрации религиозных объединений. Bundan da gayrı mebuz более көрүшүлөр мунтазам сүрөттө кечижегинде ваде берди. Естественно, эти вопросы будут решаться с учетом определения периодичности встреч. С Межнациональным советом мы определились, что встреча будет ежемесячной в рамках региональной недели. Что касается Межконфессионального совета, встреча будет ежеквартальной. Но, тем не менее, это не избавляет Межконфессиональный совет в случае необходимости инициировать встречу каждый месяц на период региональной недели. Топлашуу иштиракчыларынын сөзлөрүнө көрө, более көрүшүүлөрдүн өткөрүлмеси ярым адамыбыздын милли жеметтери үчүн зарурdur. Абдулла Осман, Эдем Исмаилов, миллет үчүн. Кырым сакинлері топрақ дамарталарыны алмаға девам етелер. Бүгін Кырым Жумхурiyet миллетлер ара мунасибетлери ве сүргүн этилген гражданлар ишлери боюнча Девлет комитетинде топрақ айрылуына весихалар берилди. 900-ден зияда инсан Ахмеджит районунун Сарайлы кыят көйүндө топрақ сайыплары олдылар. Тафсилатлар бизим левхамызда. Сабадан Кырым Жумхурiyet миллетлер ара мунасибетлери ве сургун этилген гражданлар ишлери боюнча Девлет комитетинин бинасынын янында узун невбет тизилди. Кырымдын чашыт регионларынан келген инсанлар мында чок белгиленилген топракка весихалар алмага етип келдилер. Бүгүн 900-ден зияда инсан Ахмеджит районунун Сарайлы кыят көйүндө топрак сайыплары олдылар. Кырым Жумхуриятынын миллетлер ара мунасибетлер ве сургун этилген гражданлар ишлери боюнча Девлет комитетинин рейиси Заур Смирнов айтканына көрө, иштин бу системасы девам ettirilecek. Сегодня продолжаем выдачу документов. Планируем, что порядка 900 человек, это люди из разных уголков Крыма, получат выписки на руки. Понимаем прекрасно, что создаем некоторые неудобства, очередь, но, к сожалению, и технически, и физически по-другому сделать невозможно, потому что здесь необходима работа индивидуально с каждым человеком по предъявлению удостоверения личности, дабы документ попал именно в те руки тому человеку, кто данный участок получил. Ну и в то же время хочу предупредить всех людей о том, что не нужно создавать ажиотаж. Все те граждане, которые прошли по данному распоряжению, обязательно получат свои выписки. Ну и в целом, конечно, работа по обеспечению земельными участками будет продолжаться. Для реализации поставленных задач мы работаем вместе с Министерством имущественных отношений, с Комитетом Государственного совета по земельным вопросам. Ну и, конечно же, уверен, что вот в такой слаженной работе мы все задачи, которые перед нами стоят, выполним в установленные сроки. Эльмаз Гафарова Жанкойден келди. Кадынын айтканына көрө, бу весиканы очок жылдар девамында беклеген эди. 10 лет стояли на очереди, на участке. Благодарна очень, что получила вот распоряжение. А теперь Аллах кисмет этсе, пошла стройка. Бек кубандым. Летний период начнем уже строить. Бактылы топрак сайыплары тешеккүрлер билдирип, биз эле топрак абаданлаштырууга актап планлары эле пайлаштылар. Я очень благодарна и желаю, чтобы дальше все это двигалось на благо нашего народа. Именно, чтобы мы не мучились. И надеюсь, что я смогу построиться и жить здесь спокойно, мирно. И мои внучки прекрасные. Bu участкаларын енді 2006 жылдан бері бекледік. Аллаға шүкір бүгін verdiler бізге бұларын. Ana indi yavaş-yavaş kısmet etse başlarımız, imkanımız olan kadar ev tikmeye başlarımız. Özümüzün yaşayış şeraitlerimizin biraz yaklaştırmaya. Şimdi çok sağ olsunlar verdiler bu участкаларын бізге. Хатырлатамыз, эвеленде 3390 ватандашларымыз Кырым Жумхурият Назирлер Шурасының эмири боюнча Сарайлы кыят көйүндө топрак дамарталарына алдылар. Оларның арасында 1000ден зияде гражданларга келечекте бу топракларны ресмийлештирмек үчүн весикалар берилген эди. Алимия Кайбулаева, Али Маметов, Энвер Румшевич, миллет үчүн.
Таврида адлы трассасының құружылығы аман-аман Бусене башланacak. 300 километр месафеле яны Дор сыралы араба yolu Керечні, Ахмежит ве Ахяр шерлері ile bağlayacak. Bu вақтан бүгін Қырым Жұмхурет yollar хызметінің рейсі вазифесіні вақтынжа эда еткен Игорь Кравченко матбуат конференция девамында қабер етті. Таврида адлы трассасының құрылығы бойынша Қырым Жұмхурет башы Сергей Аксенов реберлігінде иш группасы яратылды. Оны 60-тан зияды девлет тешкілатлары көрсетілді. Құрылығының бірінші басамағы Бусене башлайжақ. Қырым Жұмхурет yollar хызметі рейсінің вазифесіні вақытынжа эда еткен Игорь Кравченко қайдетті ки, азырлану фешлері аман-аман екінлей. Со следующего года уже начнется основная стройка. Это подходы к Керченскому мосту. То есть не будет такого, что мост строится куда непонятно. Нет, подходы будут построены вовремя, к концу 2017 года этот вопрос решен. То же самое и с Тавридой. Первые 4 этапа до Симферополя, они начнутся подготовительные работы. Планируем в этом году, но там существенно, намного больше просто проблем. Вот, но планируем. Таврида yolunun генерал kurucu şirketi ВАТ adlı yapıq akционер teşkilatı tayin edildi. Trassанın kuruculuğuna Kırım şirketleri de celp edilecek. Естественно, они здесь не работали. Из них там никто здесь не жил, не знают специфика региона. Соответственно, они запрашивали местных проектировщиков, которые отвечали там за экологию, отвечали за водоснабжение и за все. У нас же куча вопросов новых появилась, связанных с водой. После того, как перекрыли воду, активно начали бурить. Из этого изменился подземная водная карта. Игорь Кравченко қайдеткеніне көре Таврида трассасы лейхасының экспертизасы 6 басамақтан ибарет. Дорты енді кечірілді. Кележек сене апрелінің 1-не қадар экспертизаның екіленмесі планаштырыла. Бұндан да ғайры қызметінің елбасшысы құручылық үшін эм Қырымдан, эмді девлетіміздің қытасындан мальземелер құланажақ деп қошты. Где-то 60 на 40. 60% местные материалы, 40% привозные материалы. Тоже активно решается эта проблема, потому что и так в сезон порты перегружены. А представляете, еще Таврида, там это как дополнительные нужно искать мощности, силы для доставки материалов. Таврида трассасы 300 километр месафели яны 4 сыралы араба yolu olarak Керечні Ахмежит ве Ахяр шерлері ile bağlayacak. Яны yolun kuruculuğu yarım adamızda olgan yollardan nahliye yürüyüşüne hiçbir zarar getirmez. Ayşe Шулакова, Умир Мустафаев, Millet için. Бүгін Ялты шерінде Енгел санайының инкишафунен бағлы мерасим олып кетшті. Ерлі сакенлер ве ярым адымызның мұсафырлері Русия ве СНГ мемлекетлерінің регионларында çalışkan шirketlerinin кейфиетіне қимет кесіп олдылар. Тедбірді мұхберіміз Султане Меджид болынды ве тafsilatlar ile paylaşmaға азыр. Красная нить Кошма фэшн-шоу адлы сергі Енгел санайы ималларны ишлеп чықарылывында актуаль технологиялар ең яңы трендлер ile танышмақ, тәжірибе ile пайлашмақ мақсады ile тәшкіл етілді. Сергі черчевесінде илкіді зенат бойынша ең яқшы уста конкурсы кечті. Конкурс состоит из 2 этапов. Первый этап – это практический. Вот сейчас участницы выполняют практическое задание. Они шьют фартук. Время на выполнение этого задания 2 часа отведено. Вот. За это время они должны изготовить готовое изделие, которое потом будет конкурсное жюри проверять по баллам и выставлять оценки. Вот. И будет второй тур, теоретический. Они будут отвечать на тесты, 30 вопросов, вот, которые тоже будут оцениваться. И в итоге составляет оценка 100 баллов. Ярыш иштиракчысы олмақ үшін тешкилатлар ве оқу муэссиселер усталарны тевсие етмек керек еділер. Конкурста 6 чебер қадын иштирак етті. Хызмет көстеру ве дизайн колледжінің 2-ші курс студенті Мерия Мустафаева сечу басамақтан кечті. Ве колледжлер арасында 1-ші ерге шықты. Бұл себептен обу усталар конкурсының иштиракчысы ола білді. Вас ждет насыщенная деловая программа. Более подробную информацию вы можете получить у организаторов выставки. Все участницы были достойны. Уважаемые дамы и господа, хочу обратить ваше внимание, что в 14:00 в конференц-зале «Ялтинский берег» состоится круглый стол на тему «Популяризация рабочей профессии». Ярышның амели қысмы Ялтадаки екене тікіш фабрикасы эсасында кечірілді. Шirket ребері Руслан Ишкабилов бойлет әдбірлерінің мұйымлігі ақында икее етті. Данный конкурс проводится в Крыму, в нашем регионе, впервые. Соответственно, наша цель, чтобы об этом увидели, услышали и узнали как можно больше людей. И мы будем рады на следующий год провести подобный конкурс, но уже с участием частных лиц, тех людей, которые посмотрели эту передачу
тех людей, которые узнали о подобном конкурсе, что такой конкурс существует. Ну, и чем больше мы о нем расскажем, тем больше, я думаю, что в следующем году будет конкурсантов. Красная нить сергысы Русия Федерациясының санаи ве тижарет назирлигінің ве Қырым Жумхуриетінің санаи сиясет назирлигінің қол тұтывы елі өткерілен. Тедбірінің иш бөлігі ребері Екатерина Березникова қайдатты ки сергіде тек енгіл санаи маллары дегілді, елнен япылған ижады шейлерді тақдим етілді. Сегодня открыли двери все для творчества, для рукоделия, для представителей творческих профессий феерия рукоделия. Второй этаж – это полностью территория мастеров, у которых по-настоящему большое золотое сердце и золотые руки. Сергінің иш программасы кеніш ве актуальдыр зенат бойынша конкурслар ве мастер-класслар. Әмді яңы коллекциялар урбаларының нумайыш етілігі олып кечті. Истегенлер эпосы октябрның 29-ына қадар сергіні зиярет ете білелер. Фадиме Сейтмамуд, Султания Меджид, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Микрофинансирование или бағлы суаллер бүгін Ахмеджетте музакире етілді. Бүгін бұл мевзуда кешірілген конференцияның нәтижелері белгіленді. Тедбірінің тәшкілатшылары Қырымның иқтисади инкишаф назирлігі ве Қырым Жумхуриет микрофинансирование фонды олдылар. Мұнда 200 иш адамы, бизнес жемиетлері, акимиет векіллері, лизинг шirketlері ве тижарет евлері иштирак етті. Конференцияның башында Қырым Жумхуриет ичтимаи инкишаф назиры Валентин Демидов сөзге чықты. О қайтытты ки бөлекі тедбірлердің ярдымынен акимет ве иш адамлары арасында конструктив субъект пейдаула. Ичтимаи программаның инжелеклеріні анламаға имкан пейдаула. Демидовның фікіріне көре фондының ішінде прогресс көріне. Это программа поддержки в Республике Крым. Она осуществляется с 2014 года, с декабря 2014 года, в рамках которой работают 3 фонда. И за вот эти 2 года, можем сказать, вложено 318 миллионов рублей в различные меры поддержки предпринимателей. Это, можно сказать, в десятки раз больше, чем за весь предыдущий период, так сказать, украинской истории. Микрофинансирование фондының мудиры Валентина Аленина айтқанына көре, фондының фәалиеті девамында оның паралары 53 миллион рубледен 225 миллионға артты. Малиеви ресурс или мерақланған иш адамларының сайысы күн-күнден арта. Мы на следующий год планируем совместно с предпринимателями разработать новые 3 программы по микрофинансированию, которые будут называться «Моногород», «Социальное предпринимательство» и программа «Кооператив. Больше в сельском хозяйстве». Также у нас расширяется диапазон действия с представителями администрации муниципальных образований. Иш адамлары Оснев ветінде фондының коллективіне гузель ветес çalışkanları için minnetdarlık bildirdiler. В прошлом году получили микрозайм в размере 2 миллиона 800 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. За эти денежки мы купили там ряд оборудования, которое у нас не доставало. И, естественно, мы немножко модернизировали свое старое оборудование, убрали, купили новое. Сейчас вот его смонтировали, начинаем работать на нем. Предоставили нам кредит. Это было очень быстро, очень удобно. Это дешево, доступно. Двери открыты каждому предпринимателю. Конференция нәтижесінде Қырым Жумхуриет микрофинансирование фонды ве Ахмеджет шер мемориеті арасында ишбірлік акта анлашма тізілді. Я могу сказать, что у нас есть своя программа поддержки малого и среднего бизнеса. Она на данный момент принята до 2018 года. Мы специально не делали большие сроки, чтобы посмотреть динамику. Что хорошего дает бизнес города? Ну, тут могу сказать только цифру. Да? Мы перевыполнили бюджет в этом году практически на 35%. В абсолютных цифрах это 640 миллионов. Это те налоги, платежи, которые поступили к нам в бюджет. Конечно же, от кого? Конечно же, от наших предпринимателей. Тедбірінің тәшкілатшылары айтқанына көре келecek жылда малия портфелі 130 миллион рублеге артырылуы планлаштырыла. Олардан 100 миллион Жумхури бюджеттен айырылacak. Бұл бірінші невбетте тұрған yönelişler бойынша микрозайм берілмесіні 10%-ға арттырмаға имкан яратacak. Сабрия Халиляева, Асан Зевадинов, Алисий Дометов, Миллет үшін. Ахярның 2-ші шәһәр хастаханесінің участковый терапевт экімі Алия Бекирова, Керешінің 3-ші шәһәр хастаханесінің терапевт экімі Владимир Иванов ве Ахмеджетінің 3-ші санлы поликлиникасының экімі Светлана Шавлюк Русияның ең яқшы 500 терапевтлері рейтингіне кірділер. Жұма ақшамы күні Алия Бекированы Шахтин Ахяр губернаторы Дмитрий Овсянников хайырлады. Русияның 500 терапевтлері жедвелі ilk сефер 2016 сене тізілді. Умумен алғанда 46 ве 7 бин екімлер бойынша малюмат бақылды. Рейтинг терапевт ішінің ең әмиетлі ве муим көстережілеріне esаслана. Бұл өлім сайысы, хастаханеге ятқызынғанлар адамларының сайысы, диспансеризация ве тез ярдым чағырывыдыр.
Қырым мұсылманларының діни идаресінде мерхаметлік хайрия акциясы черчевесінде ағыр хаста балаларға палы тедевеленівінде maddi ярдым көстерілді. Ағыр хаста балалардың ана бабасы или Қырым мұсылманларының муфтисі Аджемир Али Аблаев шақсын озу қонышты. Хайрия акциясы черчевесінде ағыр хаста балаларының тедавиленмесіне садақа паралары топланды. Мерхаметлік хайрия акциясының фондында юланылған контейнерлер или паралар дүкенларда ерлештірілген еді. Қырым мұсылманларының муфтисі Аджемир Али Аблаев сақат балаларының ана бабаларына Юже Аллах тарафындан берілген сынавларны мунасип шекілде кечмеге тіледі. Ve tedavиленуде ижбір себеплерден umutны жоймаңыз деді. Kendiniz çekmeye olduğunuz kadar arabanızı çekiniz. Çekemediğiniz vakit, zorlandığınız vakit, kıynaldığınız vakit mutlaka buraya geleceksiniz, oturacaksınız, konuşacaksınız, derdinizi anlatacaksınız. Benim böyle derdim var. Ben buraya çekebildim ama bir an yapamayım. Zor diye anlatmak gereksiniz. Kendi kendinize kapalıp da ağlaya oturmadan bir şey çıkmaz. Siz kendinizi duydurmasanız, insanlara buraya gelip anlatmasanız, sizi evinizde kimse işitmez. Onun için zora kaldınız, böyle bıçak kemiğe dayanacak kadar beklemeniz. Merhametlik akciyası çerçevesinde maddi yardımını almak için Kırım Müslümanlarının dini idaresine gelip ariza yazmak gerek. Hasta balalarının anaları muftiyatқа teşekkürlerini bildirdiler. Я узнала, что сегодня в муфтияте дают помощь нуждающимся и больным детям. Я пришла сюда, так как мы нуждаемся сейчас в помощи, и у меня больной ребенок. Мы ездим 2 раза в год на лечение в город Днепропетровск. Нам нужна регулярная материальная помощь, и в связи с этим мы пришли в муфтият. Oğlum 14 yıldan beri hasta. Şimdi o 28 yaşında, 14 yaşında hasta oldu. O bek güzel müzikant edi. Şimdi ayakları zayıf, zorman jüri. Her vakit pahalı ilaçlarмен kullanamız. O ilaçlar ayakka tursatты, Allah'a şükür yatak bala edi. 1,5 yıl döşekte yattı. Şimdi Allah'a şükür jüri aksanıp. İlaçlar, her vakit ilaçlarмен yaşayımız. Men özümden ve adamlardan muftiyatқа teşekkür bildiremen. Şu kadar sakat ballarga, bizim milletimizge kıyın vaktinde şu kadarlık yardım etkeni üçün, inkişaf etkeni üçün. Kırım Müslümanlarının dini idaresinin hadimi Zenife Veli akциянın neticelerini belgiledi. İşte bugün bizim dini idaremizde merhametlik akciyası çerçevesinde 20'ge kadar insanға maddi yardım berildi, darqatıldı ve 310.000 rubl miqdarında paralar bu 20 insanın arasında bölünüp işte berildi yardım. İşte күнде bizge Müslümanlar müracaatмен bulunalar, keleler, arizalarını yazalar, yardım isteyip bazı korantalarda hasta balaçıkları ola, bazı korantalarda işte bilmem yangın ola ve evsiz kalalar. İşte böyle insanlar da bizge yardımga keleler. Ve her bir Müslümanға biz yardım etmege, yardım kolunu uzatmaga tırışamız ve bugünge kadar hiçbir Müslümanı biz boş kolunun yollamadık. Rabbimizge çok şükürler olsun. Her bir kelgen insanға kolumuzdan kelgeni kadar biz yardım etmeye tırışamız. Merhametlik hayriye akciyası 2009 sene başlandı. Bu vakittan beri şimdiki günge kadar 10 milyon rubleden ziyade para toplanıp muhtaç olganlarga darqatıldı. Fadime Seyitmamud, Enver Rumşeviç, Millet üçün. Бешімділік бұл олған мәліматларымыз еді. Хаберлерінің рус тіліндегі чықышы саат 20:30-да олacak. Қачырмаңыз, біз әлі олыңыз, көршмек үзре, саулықне қалыңыз.